Святая земля Палестина, здесь Бог принял жертву любви. Седые скрижали святыни, пред миром во благо яви. Палестина, Палестина, дом родной, связаны с тобой одной судьбой. Предками завещано хранить памяти незыблемую нить. Палестина, Палестина, дом родной, связаны с тобой одной судьбой. Предками завещано хранить памяти незыблемую нить. С Адамовых век здесь обитель души палестинца покой. Дом отнял судьбы сокрушитель, теперь мой народ стал изгой. Палестина, Палестина, дом родной, связаны с тобой одной судьбой. Предками завещано хранить памяти незыблемую нить. Палестина, Палестина, дом родной, связаны с тобой одной судьбой. Предками завещано хранить памяти незыблемую нить. Теперь наша жизнь есть борение за право вернуть отчий край. Запас не иссякнет терпения, пока не вернемся в свой рай. Палестина, Палестина, дом родной, связаны с тобой одной судьбой. Предками завещано хранить памяти незыблемую нить. Палестина, Палестина, дом родной, связаны с тобой одной судьбой. Предками завещано хранить памяти незыблемую нить. Мы песни поем Палестины, рисуем заветную даль. Желание свободы едины, исчезнет разлуки, печаль. Палестина, Палестина, дом родной, связаны с тобой одной судьбой. Предками завещано хранить памяти незыблемую нить. Мы сейчас находимся во дворец детских, юношеских творчества, или как он называется, город Чебоксары, детского творчества. Сегодня открывается международная конференция по сахарному диабету. Пускай международная. Вот. Пожалуйста, международная выставка. 122-я международная выставка «Палестина в наших сердцах». Рядом со мной человек, которого знаю больше 20 лет, мой лечащий врач, благодаря которому я держу сахар почти в норме на протяжении этих годов. Больше 28 лет я с сахаром живу, чувствую себя комфортно, общаюсь с культурой, с выставки. Вообще я забыл, что у меня есть сахарный диабет. Чувствую все время, что я живу нормальной, обычной жизнью. Стараюсь соблюдать по максимуму, сколько смогу, но культура мне настолько помогло, что я не ощущаю никакого дискомфорта, что
я живу с сахарным диабетом. Мой прекрасный врач Татьяна Васильевна Якимова, который на протяжении этих годов меня строго держит, скажем, как говорится, да, чтобы не было никаких у меня сильных нарушений и контролирует мое здоровье. За что я и безмерно благодарен тому, что есть такие врачи. В мире сахарный диабет, к сожалению, растет, количество больных. В арабском мире очень много, но там нет таких условий, чтобы даже в больнице, только если уже человек скончается, уже все, у него очень сильный сахар и уже при смерти. Высокий очень. А здесь все условия для того, чтобы контролировать пациентов до уровня сахара. Я хотел бы, чтобы уважаемая Татьяна Васильевна сказала что-нибудь в связи с открытием этой выставки и этой конференции. Но тем не менее, было всяко, были высокие сахара, были 28 лет. 28 лет, в течение 28 лет были все препараты, практически такие были у нас на территории Чувашской республики, на территории России. Доктор Иванов пробовал практически все современные препараты, сахароснижающие. И на самом деле есть старания самого пациента, успеха не видать даже если доктор лекарства медицина лучше. Поэтому спасибо самому пациенту, что он старается, выполняет рекомендации врачей и активно участвует в жизни. Вот данная выставка, например, 122-я по всей территории России. Очень активно. И не только, вот я сейчас вам сюда принесу. В этой связи у нас вот такая, чтобы люди видели. Вот такая приглашение на 122-я выставка. И вот такая, значит, афиша. Афиша я ей подарю на память, так как она куратор этой выставки, уважаемая Татьяна Васильевна. Да, уже дарю. А это я подарю Светлане на память, которая организует это дело. Но это не только это. У нас еще есть такое благодарственное письмо. Тоже у нас в Софии, все очень красиво. Вот посмотрите, как она красивая. И на ней одна из картин нашей выставки, которые идут по территории России на сегодняшний день. Это картина народного художника Сирия. Палестинцы готовы зацепиться за облаками, чтобы вернуться на родину домой. А вот это часть наших художников, которые принимают участие на выставке на территории России. У нас почти 20 выставок на сегодняшний день открыты по всем городам России. И за рубежом у нас было 10 выставок. 9 сентября у нас открывалась выставка в Соединенных Штатах Америки. Она была 10-я по счету. Штат Теннесси, город Мемфис. Так что наслаждайтесь выставкой. Спасибо. Палестина и Израиль. Краткая история конфликта. Что произойдет, если построить убежище для преследуемого народа в том месте, где уже живут люди? В этом ролике мы предоставим небольшую информацию о том, как зародился конфликт между Палестиной и Израилем, и о том, что вы можете сделать для достижения мира между народами этих стран. Во-первых, есть несколько моментов, которые помогут понять ситуацию. Первое. Большое количество евреев были вынуждены бежать из антисемитской Европы, особенно в ходе нацистского Холокоста. Сионисты спровоцировали массовую иммиграцию на территорию Палестины, которая в то время была британской колонией. Долгое время небольшие общины евреев жили рядом, бок о бок с большими общинами местных жителей. Но когда ООН предложила еврейским иммигрантам большую часть земли и назвала ее Израилем, для подавляющей части палестинцев это стало началом тотального разрушения их жизни. Они отвергли план ООН, и несколько арабских стран были втянуты в войну против Израиля. Израиль начал сопротивление. В результате свыше 400 палестинских городов и поселений было уничтожено. К моменту окончания столкновений Израиль контролировал 78% исторических земель Палестины.
И когда 3/4 миллиона палестинцев, которые бежали или были изгнаны во время конфликта, попытались вернуться к себе на родину, правительство нового государства запретило им въезд. А оставшиеся сотни тысяч их родственников, палестинцев, стали жителями второго сорта в новом государстве, где евреи стали большинством. Сегодня палестинцы и их дети в количестве нескольких миллионов заселились в основном в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан. Миллионы палестинцев рассеялись по всему свету, причем многие из них до сих пор живут в лагерях для беженцев и мечтают однажды вернуться к себе на родину. Резюмируем вышесказанное. Одна группа иммигрантов обрела столь желанный дом, но в ходе этого образовалась другая группа иммигрантов. И второй момент, который нужно понять. Израиль был основан в качестве государства для евреев. А теперь следует задать вопрос, а что это в точности означает? Было множество идей о том, каким должно быть еврейское государство. Предлагали идею равенства для всех граждан. Но на практике возникла не что иное, как узаконенная дискриминация, направленная на неевреев. Другими словами, как это видно на карте, области, помеченные голубым, демонстрируют желание правительства обрести максимальную часть земель и ресурсов для евреев, а не для палестинцев, живших на этой земле. Вот почему на территории Израиля у евреев особые привилегии, включая право на землю и недвижимость. Палестинцам, которые составляют 20% населения Израиля, в этом отказано. Этот же момент объясняет тот факт, почему Израиль до сих пор не определился со своей территориальной границей. На территорию сектора Газа и западного берега до сих пор пытаются претендовать с тем, чтобы присоединить ее к тем землям, которые им удалось захватить в ходе войны 1967 года. С тех пор Израиль возвел несколько еврейских поселений по всей территории захваченных земель на западном берегу, строя города исключительно для евреев и снабжая их инфраструктурами, такими как дороги, военные лагеря, школы, колледжи. Считается, что военная оккупация – это временное явление, но спустя 40 с лишним лет она становится чем-то постоянным и абсолютно несправедливым. На западном берегу еврейские поселенцы и палестинские жители живут на одной и той же земле, но в рамках двух совершенно разных систем закона Израиля. Еврейские поселенцы контролируют природные ресурсы, включая воды и посевные земли. И они получают поддержку от израильской армии. Для закрепления режима оккупации Израиль разрушил тысячи палестинских домов, уничтожил фермерские хозяйства и сады, конфисковал палестинские земли, способствовал сокращению численности населения в Газе и наказывал за сопротивление путем рейдов, арестов и убийств. И все это ради того, чтобы получить как можно больше земли. Все это усугубило положение палестинцев до такой степени, что они были вынуждены бежать или были слишком запуганы, чтобы сопротивляться. Палестинцы сражались за свою землю. Десятилетиями они пытались отстоять свободу страны путем вооруженной борьбы. И это частично продолжается сегодня. Но большинство палестинцев вместо этого выступают за коллективный протест против оккупации. Глубоко ранящая политика контроля, репрессий и насилия самым жестоким образом сказались на жизни палестинцев, живущих в режиме оккупации, а евреи живут здесь в качестве оккупантов. Это необходимо остановить и достичь мира ради будущего двух этих народов. Но теперь, когда мы объяснили суть проблемы, пришло время подумать над ее решением. Как насчет мирных переговоров? На данный момент получается следующее. Поддержка Израиля со стороны США ухудшила положение на западном берегу. США помогли Израилю в политике оккупации. Годами проходили многочисленные переговоры. А тем временем Израиль в массовом порядке увеличивал количество еврейских поселений и нарисовал новую карту этих земель. Мирные договоры – это хорошо, если они реальны, но не в случае, если они прикрывают факты захвата земель. Так что же получается? США, мировая сверхдержава, была ужасным другом. Она снабжала Израиль разрушительными видами оружия на земле Палестины и финансировала израильскую армию, самого большого получателя американской финансовой поддержки в мире. Но есть другая сверхдержава, которая может все изменить. Это вы. В мире существует движение, в котором принимают участие сотни тысяч человек, таких же, как вы, включая палестинцев и израильтян, которые протестуют, изучают, разоблачают и бойкотируют.
с тем, чтобы организовать ненасильственное международное давление на Израиль, чтобы он прекратил нарушать права человека в Палестине. На протяжении истории, там, где правительство не могло восстановить справедливость, обычные люди, такие как вы и мы, брали дело в свои руки и побеждали. Наступил черед для Палестины обрести свободу и справедливость. Мы можем заставить Израиль остановить оккупацию и дискриминацию. Мы хотим, чтобы и у палестинцев, и у евреев было равенство, права человека. Мы можем изменить историю. Присоединяйся к нам. Здесь палестинская национальная вышивка. И здесь мне сказали, только что врач, а я вспомнил, когда приехал президент Палестины в Чебоксары, я ему переводил в чувашском национальном музее, а чувашские вышивки, а у него кто-то чувашский, это не палестинский. Вот это прекрасная девушки, наши дорогие, смотрятся палестинская национальная вышивка. Очень рад день борьбы с сахарным диабетом во главе с Вестником в Чебоксарах. Вместе будем присутствовать на этой конференции, международная выставка 122-я фактически. Елена Анатольевна Петелина, учитель русского языка и литературы, школа 112, город Трехгорный, Челябинская область. Слезы Палестины. В горячем дыму Палестина, в изгнании арабский народ, ждет матушка милого сына, лишь этой надеждой живет. Один в неприступных застенках, другой в незнакомой стране. Что в мире? Морали уценка, иль совесть сгорела в огне? За что отобрали свободу, на родину право, на жизнь, обрушив на плечи невзгоды и горечь пронзительных тризн? Мать кофе сварила вдогонку, и хлеб испеченный в руках. Охраннику дав: «Вы шпионка», прогнал, побрела вся в слезах. До сына позорный тот случай сквозь стены острога влетел. И ярость росла грозной тучей, ответ передать ей сумел. Он взял коробок из-под спичек, слова о любви ей послал. Стихов его звук мелодичен, для беженцев стал гимн-вокал. А где-то в далекой сторонке скучает по матери сын. Украдкой стекает тихонько слезинка сквозь сетку морщин. Нельзя, под огнем сектор газа, и сердце в занозах всегда. Когда же со злом кончим разом, с прощального моста сходя? Я верю, осталось немного, обнимут сыны свою мать, и тот, что в застенках острога, и тот, что готов все отдать за мир, озаряющий светом своей Палестины красу, чтоб жить по арабским заветам, без войн и насилия, безумств. Императорского православного палестинского общества, больной сахарным диабетом второго типа Бассам Фатхи Аль-Балауи. Просим на сцену Добрый день, дорогие друзья. Во-первых, хочу поблагодарить всех выступающих, которые выступали сегодня, врачи, особенно матери, ну и, конечно, мужчина, мой друг, замечательный доктор. Сегодня такой день светлый, сегодня Международный день матери. Кому-то кажется, что мать – это мать. Но мало кто подумает о том, что, или задумается о том, что первая родина у любого человека на свете – это отруб его матери, где он проводит 9 месяцев, питается ее телом. Она о нем мечтает, для него что-то готовит,
вся жизнь под него ставит. И поэтому она ждет, не дождется. И через 9 месяцев, некоторые раньше выходят во вторую родину. И столько она испытывает боли и страдания, когда он выходит в свою вторую родину, где он будет дальше жить. Это столько слезы. Это когда у человека режешь 3-4 или больше килограмма мяса. И только услышит его крик, и все, она счастлива, она радуется, она улыбается. Всем матерям я желаю, они есть первая родина, крепкого здоровья, счастья, благополучия и быть всегда самыми замечательными, гордиться своими детьми и внуками. Хочу поблагодарить вас всех, дорогие друзья, поблагодарить великая Россия. Я уже более 41 год живу в России. И эта страна мне дала все. Дала любви, дала семью, дала знания. Ведь мои педагоги – это россияне, советские люди и русские. Это великие люди вместе с русским языком учили меня любить вас. Когда учили вашу многострадальную историю и много чего. Вы знаете, часто я не понимал советских людей, россияне, когда только приехал в СССР и постоянно слышал, что это страна дураков. Меня это сильно оскорбляло, без конца и всюду. Потому что я знал, что это страна великих людей, великих врачей, великих педагогов, великих инженеров, великих офтальмологов, великих эндокринологов, великих хирургов, великих психологов, великих ядерщиков, математиков, физиков. Хочу поблагодарить также своих врачей, которые мне помогли. Я уже 29-й год болею сахарным диабетом. Поверьте мне, за это время, за эти годы я успел подружиться с этой болезнью и чувствую себя в ней комфортно. Особенно, когда общаюсь с высочайшими культурными людьми и когда полностью окунулся в культурные организации культурных мероприятий. Хочу поблагодарить своего лечащего врача, Татьяна Васильевна Якимова, которая более 20 лет контролирует мой уровень сахара. И хочу ее сюда пригласить на сцену. Она меня просила организовать выставку о Святой Земле Палестина. Это 122-я выставка за 3 года, и она находится в фойе у вас там. Святая Земля, откуда вся началась духовность, где родился Иисус Христос, родились все пророки, ворота в небо, ворота к Богу. И эта выставка, сегодня она организована по ее предложению, и хочу ей вручить вот афишу этой выставки, где она является куратором. Еще благодарственное письмо, как куратор выставки, как прекрасного доктора. Еще из Святой Земли Палестина лента дружбы народов, освященная в храма Рождество Христово в Вифлееме и в мечеть Алакса, что Бог всегда ее благословил ее семью, подарил ей
здоровья, счастья, радости и всех благ. Также сюда приглашаю уважаемая Светлана, которая не устает на протяжении многих годы организовать ежегодно вот такие замечательные, очень важные конференции для поддержки жизненно важные моменты, и чтобы все узнали, как надо жить при сахарном диабете. Она молодец. Она трудоголик. Она вообще человек, который бесконечно делает добрые дела. Я ей вручаю благодарственное письмо и на память вот приглашение о нашей выставке. Также хочу ей вручить ленту дружбы народов, чтобы она перестала травмироваться, чтобы она жила всегда здоровая, счастливая и дальше работала. Такая замечательная у нее семья, такой сын замечательный, такой супруг. Они так помогли сегодня, когда я подъехал. Вообще, это очень замечательная, прекрасная. Какая мама у нее прекрасная. Вообще, это замечательные люди. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Я бы попросил на мониторы, чтобы включили интересные, а наша выставка второе видео, пожалуйста, о Палестине. Это песня недавно была написана. Божественных истин, начало, любви и надежды, родимый причал. Моя Палестина, душа ты земли, заветами предков ты всех исцели. Мы любим тебя, Палестина, течет в твоих венах край. Ты в песнях живешь и в картинах, ты рода земли вертикаль. Мы в памяти сердца спасаем тебя, святая земля, наша жизнь и судьба. Мы дети твои, твоих истин плод. Храни, Бог, наш мирный и дружный народ. Мы любим тебя, Палестина, течет в твоих венах край. Ты в песнях живешь и в картинах, ты рода земли вертикаль. Мы любим тебя, Палестина, течет в твоих венах край. Ты в песнях живешь и в картинах, ты рода земли вертикаль. Весь мир наш листает времен календарь, с тех пор, как жизнь Бога легла на алтарь. Здесь дом Преснодевы и Сына Христа, здесь веры святой засияла звезда. Мы любим тебя, Палестина, течет в твоих венах край. Ты в песнях живешь и в картинах, ты рода земли вертикаль. Мы гладили изгнания на праведный край, осколком вонзилась трагический май. В нас волю сломить не дано чужаку, светить Палестине души маяку. Мы любим тебя, Палестина, течет в твоих венах край. Ты в песнях живешь и в картинах, ты рода земли вертикаль. Мы любим тебя, Палестина, течет в твоих венах край. Ты в песнях живешь и в картинах, ты рода земли вертикаль.
Герасимова София, ученица 112-й школы 9 Б класса, город Трехгорный, Челябинская область. «О Палестина» написала Елена Петелина. «О Палестина, святая земля, сердце твое, не зажившая рана, скользкой удавкой Иуда-змея стан обвела твой в те дни окаянны. Жалом сверкая послала народ в земли чужие на милость гиенам. И на смиренье был план и расчет, но любовь к родине в сердце нетленна. Бременем тяжким на плечи легла отчего дома утрата потеря. Беженцев жизнь беспросветная мгла. Их согревает любовь, Бог и вера в то, что вернутся в родную страну и поцелуют священную землю. Нет, не разъесть их надежду огню. Жить им в своей благодати Эдема. Противоядие в их венах течет, вновь на борьбу за свой дом собирая. Мир, дотянись до прозренья высот и прекрати Палестины страдания. Говорят так, кто чувствует боль, если человек чувствует боль, то он живой. А если он чувствует чужая боль, то он человек. И врачи – это самые человечные люди. Они всегда держат нашу боль в своих руках и делают все для того, чтобы у нас ничего не болело. Спасибо вам за все, дорогие друзья. К сожалению, в Палестине все больницы разрушены, все поликлиники, врачи убиты, медсестры, скорые помощи, все школы, все детские сады, все, ничего не оставили. Очень печально, и в этот момент, когда мы живем в России, видим, как следят за здоровьем населения, как помогают людям адаптироваться с разными болезнями. Всегда говорю, кто не жил в России, кто не родился в России, кто не посетил Россию, кто не учился в России, просто зря провел свою жизнь. Спасибо, любимая наша Россия. Палестины. Я вновь смотрю на палестинский флаг. 4 цвета, яркая картина. Над родиной Христа зловещий мрак опутывает вражья паутина. Вот черный цвет слегка наводит страх. Он траур по погибшим Палестины и траур по распятию Христа. Вот в этом цвета черного причина. А красный цвет, как аленький цветок, он кровь Христа. Какая в этом сила! Зеленый цвет, оливковый росток, всегда считается как символ мира. А белый цвет – добро и чистота, доверие и мир и справедливость. Хочу, чтоб мир спасала красота. Над Палестиной небо прояснилось. Эта выставка, она является собой абсолютную новизну. Это другой мир, другие художники, другое направление, другая философия даже, чисто человеческая. Потому что Палестина, она в вечной борьбе. Приглашаю ее посмотреть обязательно. Обязательно такой пласт. На нашей планете есть место, наследие религий, культур, событий, страницы, созвездия, где святость под натиском бурь. Душа наша ты, Палестина, паломничеств вечных земля. Ты в сердце навеки святыня, опору и веру дала. Летит колыбель православия, Россия расправит
чист вечных земля. Ты в сердце навеки святыня, опору и веру дала. Здесь русская есть Палестина, где крепнет духовная связь. Араб, славянин, все едины, чтоб веры огонь не погас. Душа наша ты, Палестина, паломничеств вечных земля. Ты в сердце навеки святыня, опору и веру дала. Окутала мглою изгнанья беда, палестинский народ. Россия друзьям в испытанье объятия свои распахнет. Душа наша ты, Палестина, паломничеств вечных земля. Ты в сердце навеки святыня, опору и веру дала. За землю святую свободу с Россией плечом к плечу встань. Положим конец злу исходу, разрушим врагов злобный план. Душа наша ты, Палестина, паломничеств вечных земля. Ты в сердце навеки святыня, опору и веру дала. Святая земля Палестина, здесь Бог принял жертву любви. Седые скрижали святыни пред миром во благо яви. Палестина, Палестина, дом родной, связаны с тобой одной судьбой, предками завещано хранить памяти незыблемую нить. С Адамовых век здесь обитель души палестинца покой. Дом отнял судьбы сокрушитель, теперь мой народ стал изгой. Палестина, Палестина, дом родной, связаны с тобой одной судьбой, предками завещано хранить памяти незыблемую нить. Теперь наша жизнь есть боренье за право вернуть отчий край. Запас не иссякнет терпенья, пока не вернемся в свой рай. Палестина, Палестина, дом родной, связаны с тобой одной судьбой, предками завещано хранить памяти незыблемую нить. Мы песни поем Палестины, рисуем заветную даль. Желание свободы едины, исчезнет разлуки печаль. Палестина, Палестина, дом родной, связаны с тобой одной судьбой, предками завещано хранить памяти незыблемую нить.
Мы песни поем Палестины, рисуем заветную даль. В желании свободы единой исчезнет разлуки печаль. Палестина, Палестина, дом родной, связаны с тобой одной судьбой, предками завещано хранить памяти незыблемую нить.